В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. В этом году молодежное отделение Союза композиторов России празднует десятилетие. Во многих регионах страны давно действует отделение этой организации. Ее руководитель, композитор и виолончелист Ярослав Судзиловский в преддверии юбилея посещают многие отделения по всей стране, в том числе и Якутию. Сегодня Ярослав Сергеевич – гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимается Ассоциация молодых композиторов, которую вы возглавляете? Она занимается сегодня, в общем-то, очень широким полем деятельности. Исторически, как вы правильно сказали, мы были созданы как молодежное отделение при Союзе композиторов России, потому что эту идею поддержал Владислав Игоревич Казенин еще в 2009 году, когда мы пришли к нему с этой идеей, и было принято решение о создании этой ассоциации. Сейчас уже у нас 45 организаций по всему миру практически, и «Молот» уже стал международной ассоциацией композиторов, исполнителей, музыковедов Российского музыкального союза, поскольку мы в 2016 году вступили в Российский музыкальный союз. И это дало возможность дальнейшему развитию нашей организации, эволюции, развития нашей деятельности. У нас созданы свои ансамбли, у нас свои хоры, у нас есть свои коллективы, свой симфонический оркестр. То есть мы как-то так потихонечку сумели создать такую, можно сказать, молодежную корпорацию специально для молодых авторов. Это, в общем-то, уникальная история, поскольку такого не было никогда, чтобы для молодежи была создана такая вот специальный такой, знаете, цех, не знаю, маленький Голливуд музыкальный. Это мне очень приятно, что вот это главное достижение, мне кажется, за 10 лет. Мы сумели охватить не только Российскую Федерацию, но и республики бывшего СССР очень многие. Молдавия, Беларусь, с Казахстаном вот у нас сейчас переговоры идут, в Узбекистане мы были, а также вот страны Центральной, Восточной и даже Западной Европы некоторые решили вступить в нашу ассоциацию, и с ними у нас очень тесные отношения. Вот сейчас в Якутске мы находимся вместе с Илжи Бездыком, это заведующий кафедрой композиции теории музыки Пражской национальной академии музыкальных искусств, это, как наша консерватория, это называется там так. Вот Молдова также, вот у нас Снежана Пысларь, это второй преподаватель Академии музыки Молдовы. Так что связи расширяются, растут. Очень приятно, что Якутия занимает замечательные позиции, вообще-то говоря, в деятельности нашей организации, и она принимает международные наши семинары, форумы. И мы тоже, мне надо сказать, все-таки мы достаточно сильно популяризируем якутскую музыку, поскольку мало того, что вот сейчас вследствие нашего третьего дальневосточного семинара у нас впервые в Якутию мы привезли профессора из Чехии, и молдавских композиторов их не было здесь, как делегацию вот именно такую. И также у нас было впервые, мы привозили якутских композиторов в Беларусь, Молдову, уже якутские композиторы при помощи нашего объединения посетили тоже достаточное количество стран мира. Ну, действительно, у вас большие достижения за эти 10 лет. А какие вот вы организуете мероприятия и с какой целью? Очень разные. Это, прежде всего, одно из важнейших, это, конечно, образовательный контекст. То, что мы создали, я не могу даже сказать возродили, мы создали практически заново систему семинарского образования в Российской Федерации. Мы занимаемся очень широким полем деятельности, поскольку у нас уже не только композиторы, члены нашего объединения могут быть. Мы пошли дальше, поскольку очень актуально для создания цеха по современной музыке, для того, чтобы мог композитор иметь полностью законченную реализацию всех своих мыслей, это, безусловно, исполнительский цех должен быть. То есть это коллективы, которые заточены на исполнение современной музыки. У нас есть собственный Санкт-Петербургский молот-ансамбль, который уже 7 лет. Это замечательные, блестящие совершенно музыканты. У нас есть камерный хор «Фестина», то в Санкт-Петербурге. В основном творческие организации базируются у нас в Санкт-Петербурге. Москва – это такой политический центр нашего объединения, а творческий Петербург. Ну, так получилось не специально. Дело в том, что первая организация была открыта в Санкт-Петербурге. У нас 3 первые были открыты: Санкт-Петербург, Москва и Татарстан. Они пошли вот друг за дружкой буквально с разницей в несколько дней. Так получилось, что мы и были сначала в Петербурге, потом в Москве и потом в Казани. А в Якутии когда появилась, кстати? В 2010 году мы приезжали с Владиславовичем Казениным сюда на съезд, и мы вот тогда решили создать якутское отделение «Молота». И тогда, собственно, мы это все и сделали. И вот Николай Михеев, он возглавляет объединение уже 10 лет почти что. А как изменилась ситуация с профессией за последние 10 лет? Вы имеете в виду в Российской Федерации в целом? Да.
Ну, вы знаете, здесь очень много проблем, как вы знаете, вообще, в принципе, с нашей профессией. Это касается притча во языцах. Я не хочу эту тему поднимать. Эта тема, наверное, эти темы занимаются люди уже и более властные, чем я, и более, так сказать, адресные в этом отношении. Я могу чисто цехово сказать, изменилось очень серьезно, потому что созданы за эти 10 лет институции. Причем, ну, во-первых, наша, конечно, огромная организация создана, но и помимо этого созданы целые проекты, образовательные циклы, допустим, читки ансамбли современной музыки, оперные проекты, была целая серия оперных проектов там, и так далее, чего не было тогда, когда я, допустим, учился в Московской консерватории, потому что все-таки, когда я обучался там, у нас, как правило, волка ноги кормили. Вот с кем ты успеешь договориться, вот так-то тебя и будут играть. То есть, чтобы была система для молодого композитора, не было никогда этого в жизни здесь. И я горжусь тем, что мы все-таки сумели эту вещь создать. Потому что сейчас, опять-таки, немножко оглядываясь назад, я могу сказать, что если бы мы не создали тогда этого объединения, очень многим композиторам, нескольким поколениям композиторов было бы, конечно, гораздо тяжелее жить. Я думаю, что очень многие просто уехали бы на Запад. Просто эмигрировали после окончания консерватории, потому что была дырка это объективная. И мне кажется, что то, что сейчас большое количество молодых авторов связывают свою профессиональную жизнь не с Западом, а с Москвой, Петербургом, ну даже вот с Российской Федерацией. В чем важность организации? Мы создаем региональное отделение для того, чтобы народ не уезжал без конца. Не эмигрировал. Конечно. Оставался у нас. Оставался работать и развивать, и продвигать какие-то интересы, в том числе и национальных культур. Это же очень ценно, очень интересно. А благодаря семинарским программам, например, мы можем проявить в Якутию совершенно такие удивительные программы, которых раньше не было. Или потом якутское поэтому вывозить на Запад, или потому что Советского, да по той же Российской Федерации. В принципе, это достаточно молодая в профессиональном отношении композиторская культура. И я думаю, что знакомство с ней, во всяком случае, пока что вот везде, где мы не возили, якутских композиторов всегда было очень-очень продуктивным, потому что якутская культура композиторская тоже очень сильно связана и с мифологией, и с такой тематикой национальной. То есть она убивает сразу несколько факторов, в том числе и культурологические. Вот как раз каковы перспективы у композиторов национальных республик в нашей стране? Понимаете, в чем дело? Наша профессия интернациональна, она не связана с национальными административными, так сказать, единицами. У нас же есть республики, где, например, отсутствуют консерватории. Есть целый список таких республик. И я не знаю, конечно, у нас есть такие, как Казань, где старейшая консерватория в России, безусловно. И я очень надеюсь, что вот в Республике Саха-Якутия мы вот сейчас надеемся, что, и, в общем, решение принято, должна быть открыта кафедра композиции при институте, то есть Высшей школы музыки, именно для того, чтобы мы могли формировать национальные якутские кадры, чтобы они имели здесь возможность получить высшее образование, диплом, вот тот самый федеральный диплом, это очень важно сделать. И таким образом у нас прекратится отток кадров из Якутска, потому что очень многие уезжают в ту же Казань, Новосибирск, так сказать, и так далее. Это есть такая проблема, но это проблема очень многих регионов, так сказать, здесь нет ничего чрезвычайного. Другое дело, что, конечно, я думаю, что сейчас, когда выросло целое поколение очень интересных ребят, очень перспективных, конечно, надо им просто помочь и решить вопрос раз и навсегда. Я считаю, что это должно быть принято, должно быть создано, и таким образом мы сможем обеспечить будущее якутской профессиональной композиторской музыки. Вы с собой привезли именитых музыкантов из Чехии и Молдовы, вы уже об этом упоминали. В каком формате смогут пообщаться с ними якутские коллеги? Идут лекции, идут индивидуальные занятия, идут симфонические репетиции, открытые с произведениями наших гостей. В этом формате они могут пообщаться совершенно спокойно, они могут прийти и индивидуально пообщаться, потому что у нас всегда есть индивидуальные часы. У нас очень четкое расписание, оно расписано достаточно точно все. Оно делится на лекционные, собственно, часы, когда вот профессора читают, знакомят якутскую публику со своей культурой, симфонические репетиции. Я очень благодарен симфоническому оркестру Высшей школы музыки, что они взялись за этот проект. И на очень хорошем профессиональном уровне, вот, и все очень довольны, и люди очень опытные приехали.
И индивидуальные занятия с молодыми композиторами, музыковедами, тем, кому интересно знакомство с творчеством современных композиторов, кому интересна творческая оценка, скажем, партитуры, которые они привезли сюда, потому что все-таки это очень важно, когда из разных стран, разные школы дают свой профессиональный отзыв на свое сочинение. Я это по себе знаю, и я очень рад, что мы сумели и молодым композиторам также в этом помочь. Ярослав Сергеевич, огромное спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Гостем студии был президент Международной ассоциации молодых композиторов Ярослав Судиловский. Не переключайтесь.